Dear colleagues, today I'll share with the secrets of successful learning English. Приветствую вас! Я Кемелова Айгерим, учитель английского языка. Сегодня я с вами поделюсь своими секретами успешного обучения английскому языку. Результатом работы педагога являются его достижения его детей. Эти достижения прослеживаются как через мониторинг знаний языка, так и в участии в различных мероприятиях и конкурсах. Как видите, в этом году наши дети участвовали во всероссийском конкурсе по английскому языку и заняли призовые места. А также 23 выпускника из 60, что составляет 38%, поступили в престижные школы, такие как Норорда, НИШ, школы-лицей с английским языком обучения и в частные английские школы. Как вы думаете, в чем успех моей работы? А успех моей работы заключается в секретах, которыми я сейчас поделюсь с вами. Первый секрет – это мои правила, которые мы соблюдаем с детьми с самого начала обучения английскому языку. Эти правила заимствованы из методики языкового погружения. Следующий слайд. Прежде всего, создана дружелюбная атмосфера, где ребенок не стесняется и ведет себя свободно. Говорить на английском языке, произносить каждое слово четко и внятно, повторение слов с помощью голоса громко, тихо, шепотом, использование эмоций, мимики, жестов, а также картинок для закрепления новых слов. Ну и, конечно же, говорящая стена. А говорящая стена, дорогие коллеги, это опорные картинки, слова для ежедневного повторения и закрепления слов. Эти правила создают благоприятную почву для обучения языка. Ребенок чувствует себя раскованно, учится слышать и говорить. Ну а следующий секрет в том, что я применяю цифровое оборудование, такие как мультиинтеллектуальный центр, интерактивная песочница, интерактивная доска, интерактивный стол и интерактивный пол. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников, интерактивное оборудование обладает рядом преимуществ. Подача информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей восторг и огромный интерес. Движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка. Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении с самим компьютером является стимулом познавательной активности детей. Представляет возможность индивидуализации обучения. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он все может. Ну и, конечно же, компьютер очень терпелив, никогда не ругает ребенка за его ошибки, а ждет, когда он сам исправит их. Особо хочу остановиться на применении мультиинтеллектуального центра МИЦ. Это израильская система для детей 3-7 лет. Представлена полным набором компьютерных игр и дидактического материала в виде пазл, кубиков и карточек, которые соответствуют нашим сквозным темам. На уроках английского языка мы используем игру Multikit и English Plus Kids. И мультикит для детей 5-6 лет, а Plus Kids для детей 4-5. Мультикит – программа более усложненная. Это интеграция программного обеспечения с интерактивным рабочим столом, специальными ковриками и дидактическими материалами. Все компоненты системы являются частью инновационного подхода. Система направлена на развитие логического и творческого мышления, устной и письменной речи детей. А Plus Kids – это игра только на английском языке. Здесь дети играют игру с помощью мышки. Они учатся держать и управлять мышкой, чтобы выполнять задания героев Plus Kids. Детям очень интересно играть в игры Plus Kids, так как они очень красочные и играют в команде по 2-3 ребенка. Им нравится помогать друг другу и обучаться языку.
Таким образом, секрет применения МИЦ заключается в том, что дети овладевают необходимой информацией, которая сможет применяться ими в самых разных ситуациях. Технология МИЦ хороша тем, что дети обучаются не только языку, но и приобретают навыки компьютерной грамотности. Играя в игры МИЦ, мы развиваем в детях умение читать, грамотность речи, расширение словарного запаса, развитие мелкой моторики, развитие слуховой и зрительной памяти, развитие математического мышления, развитие творческого мышления, развитие коммуникативных и социальных компетенций, ну и, конечно же, развитие детей знакомством с окружающим миром. Ну а следующий мой секрет – это активные игры. Основная деятельность детей – это игра, поэтому мое обучение строится в игровой форме. Игра служит своеобразным общим языком для всех ребят, и ее использование как одного из приемов обучения иностранному языку значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям. Для обучения английскому языку с детьми я использую различные виды игр, но самыми интересными в моей практике являются игры Twister, Fly Swat и Кубикоград. У меня в кабинете около 20 кубиков разных размеров и разной тематики. Некоторые кубики являются частью пазл. Например, человек. Дети из кубиков собирают и изучают части тела. Я адаптировала игру «Кубикоград» для обучения английскому языку. Эту игру я советую всем молодым специалистам. В чем плюсы Кубикограда? Это красочные картинки на сторонах кубика позволяют ребенку быстро запоминать слова, а из этих слов потом составлять предложения. Изготовлены специальные кубики для дыхательной гимнастики. Это для того, чтобы он безотрывно и на одной интонации произносил слова и предложения. Представляю вам очень интересный кубик. Можете обратить внимание на слайд. Это кубик с зеркалом, который позволяет нам вместе с детьми отрабатывать специфические звуки. Ну а следующая игра – это игра «Твистер». Игру «Твистер» создали в 60-е годы в США, и она до сих пор не утратила свою известность. В последнее время она стала популярной и у нас. Она относится к подвижным играм. Это кусочек белого материала и 26 разных кругов. На этой ткани ребенок по команде и инструкциям должен руками и ногами наступать на определенные круги. Я преобразовала эту игру, приклеив на круги картинки. Можете обратить внимание на слайд. Картинки в зависимости от темы меняются, и детям очень нравится играть эту игру. Они на каждом уроке ждут, когда мы начнем играть эту игру. Я убеждена в том, что вышеперечисленные методы и приемы эффективны и расширяют словарный запас детей, что позволяет применять знания английского языка в сказочных постановках. Значит, следующий мой секрет – это сказочные постановки. Театральные постановки на занятиях – сильнейшая мотивация, так как дошкольникам нравятся сказки. Они помогают создать языковую среду, приближенную к естественной. Особый интерес у детей 5-6 лет вызывает игра «Театр». В основу этой работы положены принципы никакой подготовительной работы. Инсценировка происходит во время занятий и занимает всего лишь 5-10 минут. Материалом для инсценировки являются только известные всем сказки или их фрагменты. Для того, чтобы инсценировка была более зрелищной и запоминающейся, я использую на своих занятиях маски, картинки, куклы, рисунки и, конечно же, пальчиковые куклы. Инсценировка всегда начинается с перевоплощения в того героя, которого ребенок будет играть. Подготовительная работа происходит поэтапно. Сначала мы вместе с детьми читаем сказку, затем выбираем роль,
заучиваем фразы, подбираем костюмы, ну и, конечно же, затем мы показываем постановку. Я поделилась своими секретами успешного обучения английскому языку, которые вам советую применять на занятиях. Thank you for your attention.